Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня с утра провел в Сыктывкаре межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. Затем улетел в Москву, и сейчас остаток дня сегодня и завтра буду работать в Москве. Теперь несколько слов об этом совете межотраслевом и почему считаю важно о нем рассказать именно для жителей, как для потребителей услуг этих естественных наших монополий. Мы заслушали сегодня основных 5 ключевых предприятий республики. Это предприятия электроэнергетики, производители коммунальных ресурсов. И понятно, что в первую очередь это важно почему? Потому что очень часто на встречах вы задаете вопросы по тарифам. И моя задача правительства – тарифы сдерживать с тем, чтобы ни в коем случае они не ложились тяжелым бременем на наш с вами кошелек. Но при этом мы должны понимать то, что сети стареют и нужно вкладывать, то есть нужно инвестировать этим предприятиям нашим основным в то, чтобы сети были надежные и чтобы у нас с вами не было аварий как по электричеству, так и по теплу и так далее. Соответственно, здесь нужно очень аккуратно маневрировать с тем, чтобы все-таки и развитие было. А развитие, я вам скажу сейчас, что суммарный объем инвестиций по программам инвестиционным у этих предприятий превышает более 4 миллиардов рублей. Это очень важно, что, как я сказал, сети все нужно модернизировать. Но при этом, повторяю, нужно делать это так, чтобы это минимально ложилось бременем на тариф. Как мы это делаем? Во-первых, сегодня заслушивали, в том числе по нашему заполярному городу, по Воркуте, как раз там у нас переход ТЭЦ с угля на газ. И если говорить именно об этом, как о переходе с угля на газ, то это для нас очень важно. Важно именно в первую очередь потому, что ТЭЦ, переходя на уголь, мы его не можем нормировать, то есть это не нормативный тариф, он не подлежит. И поэтому рост цен на уголь, соответственно, сразу сказывается на наших с вами кошельках, потому что растет тариф. А газ как раз нормируется, и по газу мы можем не допустить роста тарифа. И, конечно, газ, кроме всего прочего, он еще и экономичнее, и надежнее. И конечно, переход на газ для нас очень важный, потому что мы и модернизируем ТЭЦ, и переводим на более экологически и экономически выгодное топливо, но при этом не залазим в тариф, то есть не повышаем тариф. И вообще подход именно такой, что мы сегодня максимально стараемся, чтобы все эти инвестиции были за счет все-таки привлеченных средств, с тем, чтобы, как я уже сказал, минимизировать вмешательство в тарифную политику. В целом приняли сегодня все отчеты, компании работают успешно, год заканчивают хорошо, все планы, которые были намечены нашими снабжающими предприятиями, выполнены. И особенно те задачи, которые требуют замены старых сетей. Потому что старые сети, повторяю, это всегда аварийность. Аварийность, мы с вами ее ощущаем, но и на севере авария, особенно это теплосети, даже электросети, мы ее сразу с вами чувствуем. Поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы все-таки эти компании вкладывали в свое хозяйство, и за этим очень серьезно следим.
И, как обычно, об эпидобстановке мы опять немножко снизились, это хорошо, но нет такого вот устойчивого тренда на снижение, то есть мы снижаемся буквально по несколько случаев. Если сегодня на сутки выявлено 335 случаев заболевания коронавирусом, то вчера это было 342. И, как обычно, я всегда комментирую в 335 случаев сегодня за сутки, сколько же у нас людей привитых. На самом деле привитых достаточно много, 51 человек, но с одной стороны, дальше я всегда вам рассказываю, как эти 51 человек, каково их состояние здоровья. Так вот, 41 человек – это амбулаторное, то есть легкое течение. То есть, еще раз, это говорит о том, что привитой человек переносит заболевание легко. Да, действительно, 10 госпитализировано, но это, опять же, средняя тяжесть заболевания. То есть, это, да, требуется госпитализации, но уверяю вас, что эти люди выздоровеют. И вот опять у меня сейчас очень много идет, просто вал идет звонков, смс-ок. После встречи 20 ноября, когда я сообщил свой номер для того, чтобы люди могли острые вопросы задавать. Ну, на самом деле, задают все вопросы, и острые, и хронические, и те, которые годами у людей копились, и по аварийному жилью в том числе. Я благодарен, и просто не обижайтесь, что всем сразу не могу ответить, потому что каждый вопрос смотрю сам, и, конечно, это будет с какой-то отсрочкой, но точно совершенно все вопросы смотрю и отвечаю. Так вот, мне задают вопрос, почему нужно вакцинироваться, если я там, допустим, не работаю с детьми, не работаю с пациентами. Я объясняю, что у нас порядка сегодня 300 тысяч человек взрослого населения, которое либо не переболело, либо еще не вакцинировалось в республике. А это емкость, которая постоянно, вот откуда у нас берутся 335 человек в сутки новых случаев заболевания, вот как раз из этой емкости не переболевших и не вакцинированных. Потому что вот посмотрите, из 335, да, 51 человек вроде как бы много, да, привитых. Но если бы у нас были все привитые или переболевшие, то у нас было бы не 330 человек, да, заболевших за сутки, а 50. Есть разница? Безусловно, есть разница. Тем более, что из этих 50 только 10 было бы госпитализировано. Следовательно, сразу снижение нагрузки и на амбулаторную сеть, максимальное снижение, и на стационарную. И понятно, что люди, которые вокруг, вот мы говорим сейчас о коллективной безопасности, то есть уже не о личной, а коллективной, когда человек в коллективе, не привитой, в инкубационном периоде, вот эти 2 недели, когда он уже заболел, но клинических проявлений нет, он еще не знает, что он болен, но он заражает. Вот эти 335 там, человек или вчера 342. Поэтому нам нужно как можно вот всем понять, что нам нужно стремиться к коллективной безопасности. Коллективная безопасность через вакцинацию самое простое, потому что пока мы будем все болеть, мы, к сожалению, вот я сейчас перейду к цифре умерших, у нас сегодня опять 11 человек умерших, потому что пока мы будем переболеть, ну вот мне говорят, так давайте переболеем. Я говорю, давайте, только при этом мы, те, кто заболевает без вакцинации, переносят очень тяжело, да, и, к сожалению, умирает. Вот опять 11 человек умерших у нас. А среди умерших сколько привитых? А всего 1 человек привитой. Это человек очень, ну, уже серьезного возраста и с очень большим букетом заболеваний, хронических заболеваний, которые, в принципе, и усугубили течение. Да? Человек привился, но вот букет хронических заболеваний, тяжелый и возраст, к сожалению, не позволили человеку выздороветь. Но это 1 человек, да, из 11 умерших. Это опять процент, о котором я все время говорю, что одно дело оказаться в 90%, другое дело оказаться там в 1%. Ну вот на сегодня, да, по коечному фонду мы постепенно снижаем. У нас и развернутых меньше 2460 коек, и занятых 1642 койки. То есть мы так планомерно снижаем. Но такого, повторяю, вот, видимого снижения,
как по вновь выявленным ежедневным, так и по коечному фонду пока мы не видим. Поэтому берегите друг друга. Ни в коем случае, конечно, не старайтесь избегать больших каких-то массовых мероприятий, особенно если вы не привитые. По тем, кто у нас прививается, огромное всем спасибо. У нас на сегодняшний день полностью завершивших вакцинацию 318 606 человек. Но и при этом очень большой остаток вакцины, поэтому, пожалуйста, приходите на вакцинацию. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, до следующей встречи.